Всем привет! Сегодня пишем сценарий. Сегодняшняя лекция называется «Пригласи друга». Добрый день, коллеги. Меня зовут Алена Кассер, я режиссер игрового кино. Да, я по совместительству моя бывшая жена с 10-летним стажем. Это обязательная информация? Да, потому что это важно, потому что я столкнулся с некоторыми сложностями в последние дни написания этого текста, и поскольку времени очень мало, я решил подключить тяжелую артиллерию. Вот, и мы сейчас очень ответственно звучит. Да, и с одной стороны ответственно, с другой стороны ужасно как-то неженственно. Но это имеется в виду только то, что это большой ум, и человек реально шарит. И я тут несколько заплутал, и мне нужно разобраться. Короче, сегодня будем править черновик. Теперь придется тебя сюда тоже вписать. Вот, видишь? Как это вредно. Смотри, сколько у нас авторов. Алены Кассир. Давай ты будешь кассирыш. Чтобы... Огромный Lightroom, мне кажется, даже Good Story не может похвастаться. Good Story не может, да. Вот, значит, у нас сейчас какая ситуация, на каком нахожусь я этапе? У нас есть некоторый черновик, в котором, уже чистовик такой, в котором есть уже вот такие вот описания, уже понятно какие дни, есть уже титры, есть диалоги. Диалоги я пока пишу без того, кто что говорит, потому что если так непонятно, кто что говорит, то значит это говнище все равно переписывать нужно диалог. Но сейчас у меня случилась проблема. Мне безумно нравится начало. Вот оно, вот до титра «Пыл и смурт». И мне очень нравится финал. Куда уполз? И мне очень нравится финал. Примерно вот тот, вот где красное, мелом. Да, вот, в общем, где-то с третьего дня мне все нравится. То есть первые 10 страниц и последние 15 страниц. Мне все нравится. Но мне не очень нравится середина. Потому что в ней есть много лишнего. И чтобы это лишнее убрать, мне нужен злобный взгляд человека, которому насрать. Один злобный зритель. Да, которому насрать и который сейчас будет меня критиковать. То есть сейчас как мы работаем с Аленой? Сейчас я объясняю, что я делаю. Вот. И она будет мне говорить, что я делаю не так. Сейчас я открою окно, и мы начнем. Значит, первое, на что мы должны обратить внимание, на то, что у нас очень длинный тизер. Длится он получается, 2 страницы по 9, по-моему. Ты слышишь, пиздец? Кто-то полетел. Вот, по 9, да. Значит, что происходит в этом, если кратко рассказать, то здесь происходит то, что героиня теряет своего брата в лесу. Из-за того, что она попадает туда, залазит туда, куда женщине заходить нельзя. Это происходит где-то вот здесь. Мальчик потерялся, и она пошла искать его и зашла. Она не пошла. Нет, там не так было. Значит, пришли отец пасечник и сына учат пасеке. И они пришли, вот они приходят к Луду. Луд — это родовое место, как жертвенный алтарь. И в ней есть куала, потому что удмурты все делают в избе и с кашей. Вот они в лесу куалы, они подходят к этому Луду, и там, значит, натянутая посреди веревка, яркие тряпочки. Туда ходить нельзя. Нежилая избушка, которая совершает жертвоприношение. Отец становится у веревки, это старый Луд, Адамия Васян, это я из книги Николая Анисимова взял. Когда-то удмурты все были язычниками, тут принесли человеческие жертвы. Героиня балбеска, кости остались. Отец кивает руке, кстати, можно это убрать. Нельзя, потому что сейчас он говорит, что тебе нельзя, в Луд только мужчины ходят. Но она хорошо, почему вы меня нигде не берете? Потому что ты баба, займись бабским делом. Вот. Это ее брат дрочит. И, значит, они уходят. Мы попадаем в эту куалу и рассказываем удмуртские обычаи, что тут ничего нельзя трогать, что туда везде нельзя, что нужно встать на коленки и зайти задом наперед в куалу. Иначе нельзя, потому что она принадлежит двустороннему миру. Вот они заходят. А героиня валяется около этой веревки, видит куст голубики. И все остальные кусты за веревкой. Я так понимаю, это август, голубика в августе растет. По крайней мере, у нас голубика в августе растет. И вот она начинает жрать эту голубику, протягивает руку через веревку.
То есть она съедает ягоды запретные? Да, ее нельзя. А там нельзя. И вот они там стоят по этому куале. Вот мы рассказываем про домотканные полотенца, которые я в фильме высмотрел. Что девушки вешали, что видишь, это вот как все, у меня все феминистично. Это девушки вешали, чтобы свадьба была счастливой, чтобы муж не пил, не бил, чтобы детишек было много. Типа, ну это такой обычай, что нужно домотканные полотенца вешать вот у куалу. Коала. Коалу. Да, вот, а героиня ползает по траве, собирает голубику и в итоге туда забирается. И в это время отец обнаруживает в кострище жертвенном резной идол, который наполовину сгорел. Вот наш полисмурт. Человек. Одна сгорела, умерла, вторая нет. Вот, и вот, говорит, больше нет тут Варшуда, и они быстро уходят. И героиня ползает... Подожди, а это какой-то обряд инициации для Эрки? Зачем Нет, ну да, Эрке еще рано инициализироваться, но уже скоро будет. Отец, значит, младший сын всегда наследник. Потому что старший уходит из дома, а младший заботится о родне. И поэтому отец с младшим все время тусит. Он ему все объясняет. А баба типа, ну замуж выйдет и все, и нахуй пошла. Вот. То есть он все ему рассказывает. Он с ним ходит на пасеку, он его учит приносить жертвы, а героиня просто рядом стоит, тупит. Ну, там в этом конфликт первой серии, первой вот этого тизера. Вот. Ну и вот она ползает, собирает голубику. Тут отец это видит. У отца беспокойство, потому что что-то происходит не так. И вот он бросает руку. Если находясь да. внутри, он чувствует, что что-то... Вот лут, вот тут героиня ползает по этому луду. Он видит ее, бросает руку сына, бежит ее вытаскивать. Скорее с этой земляники. Машет рукой. Героиню вытаскивают за веревку. Она успевает оборачиваться, увидит Эрке, который прячется наполовину за деревом, машет ей рукой. Ну, типа в шуточку. И вот они выводят за лут, оборачиваются, видят, что Эрки нет. Мальчика нет. Мальчика нет. А дальше полисмурт, он не просто ворует, он щекочет до смерти. И мы слышим, что Эрки, ты где выходи, прекрати. А он начинает ржать, и смех переходит в крик, рыдание, истерику и тишина. Тишина пустая, страшная. Героиня бились по лесу, не может перешагнуть. Папа, что случилось? Где Эрке? Не смей сюда заходить. То есть полисмурт это что-то вроде бабайки? Полисмурт это что-то вроде Бабы Яги. Она же тоже наполовину мертвая. Нет такого аналога. Ну, типа в русском нет. Будь ты проклята, вот он срывается. Ты его погубила, я же сказал, нельзя бабе в лут. Вот. А где Эрки? А нет Эрки. Вот такая сцена. Мне, в принципе, здесь все нравится. Поэтому мы ее править не будем. Но она и страшная, и прикольная, и этничная. Но у нас есть середина, в которой происходит следующее. Мы уже с Аленой это проговорили, но я для вас проговорю. Алена правильно обратила внимание, послушав мою версию истории, что история о том, как у героини растет чувство вины. Значит, что происходит? Она в городе получает сообщение отца, она приезжает домой, она узнает, что отец умер, она пытается участвовать в ритуалах и стать своей, но у нее не получается. Она, получается, что делает? У нее не получается, получает сообщение. Она становится свидетелем самоубийства. Потом второго. И в промежутке между этим к ней приходит отец, но там тоже ничего не будет менять, потому что мне это и так нравится. Ночью ее навещает призрак, только в конце, отца. А потом второго, и, значит, после этого она пропускает похороны из-за нервного срыва, и это становится последней каплей отношений с родными. Ну, с мамой в частности.
которая не может ей тоже теперь простить, что она на похоронах не была. Не может ей простить, что она не была на похоронах. И вот это середина. А дальше, когда эта середина заканчивается, происходят вот следующие сцены. Сейчас я их тоже расскажу. Бла-бла-бла, кыш-чиш. Над дом отца. Так, здесь, здесь мне тоже все нравится, но это уже было. Там, в принципе, все нормально более-менее. Вот его заколачивают, отца хоронят, причем хоронят так, чтобы он там проследил за тем подземным миром. Что вообще произошло-то? Я это не уточняю, я думаю, от ковида умер. У меня такая была идея, но потом я подумал... то есть там ничего мистического нет в этой смерти? Для нее есть, потому что он же позвонил ей, когда он уже умер. Можно, кстати... То есть я решил на этом не акцентировать, потому что иначе пришлось бы объяснять, как он это сделал. И пришлось бы очень много... То есть пришлось бы детектив делать, что она расследует, как он звонил или нет. Я сделал так, что просто сам звонок исчез. То есть она включает голосовуху, а там ничего нет. Только лесные скрипы. Вот. И дальше происходит следующее. Вот тут уже начинается кульминация, потому что происходят следующие события. Так, да где эта хрень? Вот, кладбище у могилы, они хоронят отца. И вот, школьный словко, нос 4. Вот отсюда все нормально уже. Значит, героиня приходит, мать моет, есть такой обычай удмуртский, что родня должна мыть ботинки после прихода с кладбища. И героиня приходит в эту школьную столовку, как мне Дорали сказала, и приходит в этот предбанник, и там мать моет ботинки. И героиня пытается, входит героиня, у меня сначала тут был огромный диалог, я даже могу его найти, какую-нибудь копию 5, наверное, вот здесь. Там был огромный диалог. Эта сцена была несколько страниц, сейчас он прогрузится, диалога с матерью. Но это я уже и сам могу исправить, в смысле, это я и сам уже исправил, сейчас найду. Курица, вот, крохотание кур, куала, курятник, вот эта была сцена, выглядела вот так. Она почти 2 страницы, и здесь было много диалогов, и рассказывали об этом обычае, что нужно мыть, и почему я должна мыть, не хочу. Вместо этого я все это убрал и написал вот такую сцену, что мать сидит моет, приходит героиня, садится рядом, берет ботинок тоже, пытается его тоже мыть вообще без слов, но едва она ставит ботинок на место, мать берет его и перемывает. Вот и вся сцена. Вот. И мы понимаем, что мать ее не простила, мать на нее злится. Вот. И героиня выходит. И после этого, вот здесь, вот после этой сцены, тут можно ее растянуть. Она, в принципе, будет настолько же длинная, просто действия будут другие. И слов не будет. И она встает и выходит, и мы понимаем, что все, пиздец. Она чувствует, что вот здесь она понимает, что матери у нее больше нет. Больше у нее нет родных. Все остальные, все люди для нее теперь чужие. И она идет по деревне, и собаки лают. Она приходит на кладбище, а там этот осиновый кол в могиле отца. Она рыдает на этой могиле, вот, затыкается и взрывается головой в этот могильный холм. Потом начинает шуметь лес, ее зовут из леса. Она идет в лес и слышит песенку про маленькую пчелку, которая сегодня умрет. По-удмуртски. Потом идет в лес, она идет вот это ерпыт. А кто поет песенку? Пелесмурт, это все его проделки. В смысле, голосом брата? Или... Я думал, что это голос отца. То есть, это песенка, я думал, что это голос отца. Но может быть, кстати, хороший вопрос. Видишь, я не написал, кто поет. Я еще подумаю. Я думаю, что, может быть, эрки можно было бы сделать, но тогда это была бы отдельная реакция. Пришлось бы как-то отмечать, что это он. Вот, она идет. Тебе же он все равно в финале нужен. Да, но там не так будет сделано. Значит, вот она идет, мы видим этот ерпыт, который она побыла, с эти конские головы с хвостами и костями. Приходим в это лут, она идет в этот лут, там все переменилось, там вместо тряпочек висят распечатки о пропавших людях, все эти лица. Ее зовут, в коала горит свет, вот, там уже она живая, она перешагивает веревку, идет туда, ее подзывают, она стучит, потому что так положено, она встает на колени, заходит спиной, как положено, вот, заходит в помещение, а там сидит нищий, без руки, без ноги и без глаза, и предлагает ей сесть, помянуть отца. Она садится, он достает голубику, он предлагает ей помянуть кашей, как у удмуртов положено, и голубикой, которую она жрала в начале.
И потом, значит, каша вскипает, нищий кладет ей тарелку, значит, кладет ей кашу, потом бросает, тут, значит, говорит, мясо забыл, и зачерпывает со дна и бросает Героине на тарелку детскую кисть ее брата. Вот. Она, значит, роняет тарелку, узнала ручку братика, а самого братика. И нищий оскаливает зубы и показывает на своей шее ожерелье из конфет-колечек, которые, ну, типа, у него и были, у брата маленького. И она вообще героиня, она не только, вот тут я это не сказал, а ведь это важно. Потому что она, где там эта хрень? Это не здесь будет, это дальше, извините, перепутал. Потому что у нее 2 раза будет один и тот же путь. И вот она идет на это ожерелье. Вот ты меня что не обнимаешь? Она думает, что это сон. И тут появляется на стенах развешанный отец, значит, этот ее любимый. Ну, не любимый, просто чувак. Мама, ее брат, вот эта ведьма, которая покончила с собой. И ей там мама говорит, беспокойная ты? Она ей всегда говорила, ты беспокойная, надо успокоиться. Брат говорит, слишком хочешь жить. Ну, такой гаишник, он такой, типа, это папа ей говорит, я не смог дышать, знаешь, что дышишь. Гаишник всем говорит, что нет никакого злого духа в лесу. Нет никакого злого духа в лесу, только ты зло. И она включает снова это аудиосообщение и видит, что он говорит, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты вернулся. Я говорю, я ненавижу тебя, я жалею, что появилась на свет. Это мое наказание, все несчастья от тебя. То есть вот такая вот фигня. Типа прессинг. Она говорит, что я уеду обратно. И у нее видение, что ее соседка покончила с собой. Тоже. Все покончили с собой, все перевешивались. Неважно, куда она... Да, никуда бы она не пошла, она всех убьет. Это ты ее убила. Она не убивай. И вот это над кострищем висит веревка с петлей, веревка начинает гореть, и когда она догорит, все умрут. Вот. И она просто бежит, падает опять же, у нее петля на шее. Вот. Идет по этим головам и просыпается. Еще одна петля, рядом лежит с середины головой ее петля. И вот она просыпается в небольшой норе, где она типа выкопала, где вот отец похоронен, в этом могильном холме. Она там лежит уже как в могиле. И она открывает глаза и видит, что возле могилы висит ниточка с этим ожерельем конфетным. Конфетка висит. И она идет по этим конфеткам, и приходит Ельпал и Смурт. Это наш оператор придумал. Он где-то, видимо, видел это дерево. Наполовину сгоревшее дерево, в которое попала молния, на котором мелом нарисована получеловека фигура. И на дерево привязаны разноцветные ткани. Ну, типа, как знаешь, эти языческие эти хрени. Типа, эти всякие свечки, там, вот такие тряпочки. Ну, так же, как у них вот это... Да, ну не совсем, но другое. Да, другое, более туристичное. И вот, и там сидит эта петля. Она встает на эту петлю, и мама, значит, и все стоят в лесу, эти люди, они все босые, потому что босые, мертвецы босые. И она, значит, приходит мама, надевает ей на шею петлю нежной материнской рукой. Вот, не плачь, на том свете, как кислота жгутся. То есть это все она слышала уже. То есть вот эти все фразы, которые они говорят, они говорили до этого где-то так или иначе. Вот, и она, там про солнце еще было, я убрал. Ну и вот, она пытается вешать, что я не хочу умирать, надо, должна, ты баба, ты должна, у тебя есть долг, да. И бабы рождены страдать, видишь, вот он говорит. Она закрывает глаза, делает шаг, и капля падает на ней на щеку, капля меда. Смотрит, что такое, поднимает голову и видит, что над ней рой пчел, вот в этом пасеке, который отец строил. Вот на этом да, над этим. Нет, над ней, вот она где вешается, у нее петля, и вот на этом же дереве этот пасека. Но это не просто пчела, это ин-муж. Это типа, это мистические пчелы. Это не настоящие, не то, что это пчела, а это ин-муж пчелы, могущественные, языческие, удмуртские, значит. Но для нее это воспоминание об отце. Вот это мед, свет, солнце, радость. И она начинает ржать, короче, и понимает, что это все хуйня. И она все это, значит, она снимает эту петлю, короче. Она идет по лесу, свистеть нельзя, она свистит. Нельзя по имени звать, она зовет. Она идет, ржет, короче, говорит, останови меня. Ты знаешь, куда я иду, останови меня. Она идет с веткой, отломала от дерева ветку. И она прется этот лут, значит, перепрыгивает эту веревку, срывает эти тряпки.
швыряет шишки, топчет траву, орет: останови меня, черт лесной. Вот, заходит в эту коалу, выбивает дверь пинком. Там все нежилое, опять другая коала, как была с отцом. Вот, значит, дальше, ты знаешь, что я сейчас делаю, берет, разжигает огонь и, значит, сжигает этот полуидол в кострище. Вот. А потом осматривается и говорит: не знаешь что, это моя земля, это моя коала, это мой лес, и сжигает нахуй эту коалу. Поджигает эти полотенца бабские, все, короче, к хуям. И стоит, смотрит, как это все горит. И такая: я дорли дочь, что но мне везде можно. Ну, типа, ей же нельзя было. Мне везде можно, это тебе никуда нельзя. И, короче, выходит из леса с ведром. А там нужно, если ты сжег коалу, нужно обязательно ведро, ну, это ведро вылить в реку. Ну, типа, если ты сжег... Короче, это такая... Там же нет обычая сжигать. Они либо... Нет, там есть. Там либо ты сжигаешь... Нет, там просто там определенный обряд есть. Это тоже возможно. Просто это делается по-другому, не так, как она это делает. И это вся деревня делает, и там это нужно отдельно решить, и там это нужно отдельно, значит, устроить, она просто на похуй все делала. И, короче, она берет это ведро, с этим ведром выходит, там еще угольки тлеют, и, а там у нее был мост, где она написала: найди меня, мой суженый. То есть она тоже была такая, типа, если им говорят: ты замуж не выйдешь. И вот она, значит, идет, выливает это ведро в реку, эту ее священную, которая течет рядом с деревней. И деревенский дурачок дядя Вова принимает ее за Удмурта, за водяную. И она говорит, ну, у них там беседа, одна из моих любимых, это я специально ставлю, это я просто люблю, у Вовы вкус плохой. Вот слышат, мы на земле рыбу ловим, а вы в Удмурты как у себя рыбачите? Она говорит: мы ловим птиц. Ну, типа. И это на самом деле миф о ныряльщике, один из древнейших мифов истории, что птица зачерпнула воду из воды, значит, песок и выплюнула, и это так появилась земля. Но это отсылка, которую никто не считает, кроме меня. Но, типа, я ее оставил. И она говорит, я такой: ну да, вообще логично. Ну, типа, они ловят птиц, как мы ловим рыб. И она говорит: иди в деревню, скажи всем, что ты нового смири выпал из Мурта, теперь все живы будут, никто больше не повесится. По-удмуртски говорит. Вот, и на этом заканчивается история. Она идет в деревню, свет, солнце, все сияет. И послесловие: год спустя двое грибников находят эту же самую коалу, но она не сгорела. Вот это такой конец у нас. То есть героиня изменилась, а удмурты как жили, так и живут. Вот. Значит, еще раз, мне все нравится в конце. Ну, то есть здесь есть какие-то частности, но я их лучше потом с режиссером поправлю. Потому что у него свое будет мнение на этот счет. Или и с Владом там мы порешаем. Вроде мы решили, я ему предложил эту концепцию, ему понравилось. Вот. Вопрос теперь вот в чем. Где эта срань? Надо было как-то отметить. Вопрос вот в чем. Тут есть момент между началом, которое мне кажется хорошее, и концом, который мне нравится. Есть вот это событие, на которых я навешал дохренища всякого. Всяких там... Я пытался объяснить, что такое полысмурт на примере коктейля. Героиня готовит коктейль полысмурт. Я пытался, значит, добавить какого-то триллера, что героиню кто-то еще и в городе преследует. Пытался, значит, паническая атака, тут мне все нравится. Нет, ну и же, скорее всего, снятся какие-то кошмары. Да, у нее паническая атака. Короче, у нее паническая атака выглядит так. Она, вот сейчас найду, вот, значит, у нее свечи, там в общаге свет не горит. Короче, у нее, типа, ей все время что-то падает под ноги. Например, в этой сцене ей кажется, что у нее кафель вываливается из стен и вот этими острыми кусками падает в ноги. У нее так это выглядит. А в другой сцене у нее там иголки падают, в еще одной у нее там яйца падают. Что самое бисер. страшное для нее, чего она боится? Ты думаешь, вот через это сделать? Я думал именно как состояние показать, потому что, типа, то есть, я не думаю, что это состояние, оно, то есть, типа, оно, короче, не на нем весь страх строится. То есть, здесь страх строится в основном на ужасе, вот этом, на бытовом кошмаре. На том, что, допустим, там вот есть каша, и в ней рука. На том, что ты во всем виновата, на том, что мама тебе одевает петлю на шею. Вот да, вещах. И это хорошо.
То есть мне кажется, что это очень в удмуртском духе сделано, что именно это, ну типа, что это бытовой ужас. Ну, короче, моя гиперсверхзадача в этой истории — это показать бытовой ужас бытия женщины. Что от тебя все ждут, что ты выйдешь замуж, что ты будешь хорошей, что ты будешь правильной. А она родилась не очень правильной, она была немножко изначально неправильная. Из-за этого у нее куча проблем. И что даже в потустороннем мире ее ебут мозги, будь правильной. Понимаешь? То есть и вся история про то, что героиня взбунтовалась против Только этого. нужно вначале где-то это тоже показать. Я показал. То есть я же тебе рассказал историю в самом начале, что здесь есть все это, это есть. Будь бабой, женщинам нельзя, ты никуда не ходишь. Это говорит отец. Это говорит брат. Ну, И отец. Отец и брат. Имеется в виду, что они как бы давлеют над ней, но Да. она-то сама тоже должна, получается, стараться вписываться в эти рамки. А здесь она еще... вот ты хорошо сейчас сказала. Получается, что тогда в городе она, наоборот, пытается в эти рамки вписаться, но у нее не получается, да? В городе... Короче, она работает в баре. Вот у нее есть начальник Влад. Я тут всех называю в честь соавторов. Я думаю, что в городе она, по сути, делает то же самое, что она делала и в деревне, по идее. По идее, она скорее сбежала всего- и 10 лет жила в городе, отказавшись Да. от своих корней. Такой план. Но она, на самом деле, это же, ну, как бы отказ от корней такой формальный, разве нет? Нет, наоборот, очень искренне. Она пытается забыть это все, что этого не было. Это не со мной. Тогда в чем ее вот этот финальная перемена в ней? То есть я-то думала, что... Это восстание. Ее финал — это восстание против всего, что вообще свято. То есть, Да, но это и есть корни, разве нет? То есть вот здесь нет, она для меня описывается как раз я называется. бы сделал, если бы я не сделал мед и отца в конце, я бы считал, то есть и это была бы история про то, что нужно полностью отказаться от корней. Моя история про то, у меня есть высказывание, и высказывание звучит следующим образом. Владеет культурой не тот, кто ей подчиняется, а тот, кто подчиняет ее себе. Владеет культурой не тот, кто соблюдает каждый обряд из раза в раз, и каждый знает все обряды. Владеет культурой тот, кто, грубо скажем, хороший человек, борется со злом. То есть, да, возможно, полысмурта можно усмирить по-другому. Даже вот у Николая Анисимова есть, и у Татьяны какие-то есть способы его избавиться. Мне кажется, смотри, у тебя же здесь другая штука получается. Отец ведь, он же тоже всем этим обычаям следует. Отец Туну, отец Да. все он знает, он Вот, да, я имею в виду, что как бы и его владеет культурой, он же тоже, получается, владеет культурой. Он как раз, да, но он, видишь, он встает на коленки. Вот моя позиция, вот я этот образ, это с книги Николая Анисимова. Если Татьяна до меня докопается, то нет. Это я из Татьяны взял из книги. Что в Куалу надо входить на коленках и задом наперед. Или подождите, или я у Татьяны это взял? Короче, я это в книжке вычитал. Вот, то есть отец, да, он мудрый, классный, все знает, и лесу дает жертвы, но он встает на коленки. Мгм. Вот эта история про человека, который не встал на коленки, то есть которого пытались поставить на коленки, но не смогли. Но тем не менее, в конце ведь ее спасает именно капля его меда. Да, но это... То есть вот это его созидательная Да. деятельность, то, Потому о чем что- ты говоришь, да. что это он подчиняет культуру, потому что А. он, ну как бы, он созидает в этом Короче, мире. это сложный составной образ достаточно. Я его выдумывал довольно долго. И типа это реально вот то, что оно должно быть. То есть это, с одной стороны, безумное феминистическое восстание, пошли все нахуй. С другой стороны, это все внутри культуры, на самом деле. Что мы понимаем, что отец одобряет это поведение, несмотря на то, что оно совершенно выбивается из того, как надо действовать. Он одобряет это поведение, ну как бы в таком, в ментальном, в тонком мире, получается. По жизни она уехала, это почему? Да, она уехала, потому что не выдержала чувство вины. Что отец сказал, что ты убила Ну, брата. вот здесь, мне кажется, вот это тоже такой важный момент для начала истории, что она уехала именно потому, что, собственно, он на нее возложил это чувство вины. Так как он последовательно, да, соблюдал все эти обряды, Мгм. и наверняка за то, что там туда попадает женщина, тем более твоя дочь, это накладывает, там, не знаю, проклятие, ну, я как бы не буду вдаваться, я
немножко не в теме нахожусь всей этой мифологии, но как бы по логике, если она вошла туда, да, она нарушила некий священный закон. Значит, ты сейчас давай, мне кажется, мы сейчас ушли в сторону, потому что, да, с одной стороны, история про то, что нарушать табу нужно, но нарушать их нужно правильно. Не нарушает, вот у Иисуса в каком-то из апокрифов была такая фраза. Он идет, видит в шаббат и видит, что землепашец пашет. И он говорит: блажен ты, если знаешь, вот так, будь проклят, если не знаешь, что творишь, и будь блажен, если знаешь. То есть, если ты нарушаешь шаббат сознательно, то ты молодец. То есть, героиня нарушила табу несознательно. Она сделала это глупо, по-девчачьи. Она сделала это как девчонка. Как человек, который ошибся. И всю жизнь она страдала за то, что она ошиблась. А нужно-то было ей вместо того, чтобы сказать: ой, вот тут тебе сюда нельзя, она должна была сказать: мне везде можно. Это мне везде можно. Мне везде можно. Нет такого места в моем лесу, где мне нельзя. Вот это подчинение культуры. То есть для меня это empowerment. И это можно сказать, то есть и этот иш-муж, простите, муж, и эти небесные пчелы, это вот они об этом, а не о том, что можно. То есть это все, да, классно, конечно, мы классно повеселились с этими, но мы, мне кажется, перегнули палку, что тебе куда-то нельзя. Нет, я тебе просто вот здесь, в этом моменте, почему я обратила на это внимание, потому что когда отец ей в конце звонит и говорит, что, ну не в конце, в смысле, а в середине, что я тебя прощаю, возвращайся, для нее это должно быть просто каким-то, ну то есть, там так и она есть. там 10 лет этого ждала. Там так и есть. Вот, ну, я просто не отразила, что он ее реально во всем этом обвинил. Да, ну, вот тут есть это. Условно говоря, там, например, я бы добавила сцену, что, будь ты проклят. ну это на уровне, как бы понятно, предложение, что она осталась после смерти в деревне, и у нее реально никто не брал ее в жены. Ну, то есть, как бы, что такое негласное табу появилось. Как ты в одной сцене покажешь это? То есть, мне понадобится сделать целую сцену во флешбеке, который не имеет никакого отношения к действию, чтобы это показать. Но смотри, там же все крутится все равно вокруг ритуала брачного, да, там рождение детей, вот это. Нет, там не крутится. Это очень хорошая идея, но ее не сделать. То есть, как бы ее не сделать в том. Мы можем это сделать, но эта сцена сейчас не будет, она никак нам не поможет здесь. Ну, то есть, что, допустим, ее там наряжают, там кто-то хочет на ней жениться, они приходят в помещение. Там есть пусто. отдельно, да. И, то есть, как бы, жених с родственниками, когда узнали, что она сделала, они просто отказались. У них интересно есть обряд, там, когда женщины наряжаются в костюмы бабушек. Это все очень красиво, но оно просто, да, оно могло бы помочь, если бы у меня было место для этого. Я просто его не вижу здесь. Но может быть мы сейчас его найдем. Давай, если мы найдем. Значит, смотри, ты мне сейчас предложил отличную идею. Вот у нас есть ночь-бар, ей начальник говорит: иди угости чувака, а давай мы сделаем, я тут написал, давай полисмурт, я пытаюсь объяснить зрителю, что такое полисмурт, но что если мы сделаем не так? Она приходит, и чувак, вот смотри, вот тут пишем, чувак начинает к ней клеиться, она терпит. Если вот так вот сделать. Она терпит, потому что она ей сказали вот дело, вот типа, то есть типа вот показать, что она изменилась, то есть она была такая пиздец бунтарка, а стала наоборот такая типа хорошо, он ее там за ручку берет, ну что вам еще, ну пожалуйста, давайте я вам налью коктейль, пожалуйста, давай мне налью коктейль, да ладно, что ты, вот такое, прям такую сцену сделать мерзкую, а потом у нее паническая атака. То есть она, получается, приехав в большой город, она в принципе хочет, ну то есть внутренне она готова к тому, чтобы там у нее была семья. Не, я думаю, что она считает, что она проклята, и ей просто нужно то есть она в принципе на пороге самоубийства, можно так сказать. Она все время постоянно вены резала, там это есть. Она все время находится в этом состоянии просто выживания, она существует. Тогда смотри, тогда это должно быть наоборот, что, возможно, ей понравился какой-то парень, но она бежит от него, потому что она чувствует, я хотел так сделать, у меня была такая идея,
но это очень... То есть у меня сейчас, видишь, это, грубо скажем, это один бит истории. То есть смотри, если у тебя... Она в городе, вот бит. Если у тебя изначально, да, ты показываешь, что вот эти все ее вьетнамские флешбеки, панические атаки происходят из-за того, что она, ну, как бы сбежала, да, из этого места, но она по-прежнему ощущает чувство вины, если ты с самого начала Да, я сам даешь, чувство вины. да, вот, то тогда, как бы, понятно, она пытается с каким-то там парнем, и в какой-то момент, когда он там проявляет к ней какую-то симпатию, да, она посылает его нахер и бежит. Ребята, вот видите, да? Вот я вам, помните, это же самое говорил, что появляется парень, не нужен парень обязательно. Это мы одинаково мыслим. Значит, я уже отошел от этой идеи, потому что этот парень будет не мешаться. Он будет, у меня получается, что у меня есть этот парень в начале, потом он исчезает, и он нигде никак не сыграет. То есть, если бы он был полноценным актором сюжета, я мог бы его потом дальше запихнуть, то я бы его оставил. Но я понял, что это будет просто мертвым припарка. Он просто, этот парень появится. Это, кстати, кто-то из ребят подметил. Он сказал, а что у тебя тут парень? Типа, что за нахуй? Нет, ну, естественно, что тогда, если этот парень появляется как полноценный персонаж, он должен за ней отправиться. Это должны быть вообще две параллельные линии. Да, но этого нет. Истории. Уже мы решили, уже этого нет. Угу. Поэтому, кажется, что хорошо... Подожди, я считаю, что вообще этого парня можно ввести как эпизодического героя на одну сцену. Тебе можно, но я хочу другого парня ввести. Я хочу ввести Полисмурта. Я хочу ввести, что она приходит в бар, она работает в баре, и приходит чувак с замотанным лицом, понимаешь? Окей, что он и начинает ее мацать, а она терпит. То есть, что у нее везде эта хуйня ее преследует. Понимаешь? Что она себя наказывает. Получается, что тем, что она терпит, я просто пытаюсь... Да, она себя наказывает. Вот, понять, отлично. происходит. Она себя наказывает. Вот, ты прям нашла идеально. Вот я сейчас даже это запишу. Себя-то не... Типа... Нет никакой потусторонней силы. Мы сами себя наказываем. Вот. Вот. Давай теперь. Вот она приходит к чуваку, который ни хера не пьет, цедит один коктейль весь вечер. Чувак начинает, давай, можем это в три фразы уложить, 2 диалога. Дальше поехали. Значит, он подходит, давай он в костюме пожарника, потому что он обгорелый. Он обгорелый, потому что он пожарник. Потому что там Полисмурт был обгорелый. Она подходит к пожарнику. Он обгоревший. И как это называется? У него пол лица обожжено. Дальше он начинает не клеиться. Давай в 2 фразы это уложим, просто чтобы это было быстро. Чтобы не расписывать эту сцену на километр. Вот она. Могу я предложить вам что-нибудь? Начальник наблюдает, как героиня подходит к пожарнику. Могу я предложить вам выпить? Подойди, не слышу. Да давай. Вот надо, давай это. Короче, эта сцена должна быть короткая. Чем сцена должна бит. Героине клеится мерзкий получеловек. Все. Да, он провоцирует, потом она его, он ее встречает. Потом она уходит домой, у нее начинается паническая атака. То есть она терпит. Вот история про то, что героиня к ней клеится мужик, она это терпит. Выносит. Знаешь, вот такое. Как это? Коротко, давай какую-нибудь сцену. Можно одну мерзкую деталь просто. Давай мне коктейль даст попробовать. Я вот сейчас пытаюсь связать это с коктейлем, что он какой-то странный заказ делает, что вот ты говоришь про то, что... Не, смотри, давай такое, смотри, они сидят, он допивает маленькую, там осталось вот столечко, он говорит, и она, допустим, она как-то намекает, что вы так долго пьете, и он говорит, ты попробуй это говно, она говорит, это не говно, я сама это пробовала. Он вот так вот пробует своими губами, да, обожженную мерзкую, говорит, нет, попробуй, это хуйня, и она пробует. Ну, либо сделать еще более мерзкую сцену, что типа... Это страшно? Вот то, что я сейчас сказал. И это подчинение, это она терпит, она выносит. То есть он не трогает ее за грудь, он именно вот это вот делает, и она типа... И все, она это пробует.
Но это такое прям физическое насилие. Нет, он же не Это- заставляет ее, она соглашается. Вот тут тонкий грань. Вот я бы тогда сделала по-другому, что типа он говорит, что блин, что за парашу вы здесь говно подаете, типа, но типа может ну я не знаю, если он что-то грубое говорит, что типа там может не с тебя слезать, и берет Ты говоришь, ее 2 пальца в свой коктейль макает и тянет там облизываться. И она Нет, ну тебе да, будет. это Вот супер, что-то это супер такое. было бы, это было бы совсем порно, Мерзко. и это было бы совсем, господи. Отлично. Алена, ты Зато смотришь это слишком порно. много порно после нашего развода. Больше вообще ничего не смотрю. Только порно. Я хотел сказать 120 дней Содома. Фу. У Паганини. меня прям вьетнамские флешбеки начались. Значит, давай вот это сделаем. Он обгоревший, у него пол лица обжжено, она подходит, могу вам что-нибудь предложить? Что он говорит? Вот. Чё ты мне за, типа, да, чё ты мне за Или, говно? может быть, вас рассчитать? О, Я не да, буду за давай, вашу давай, воду давай. рассчитываться. О, давай, хорошо. Я не буду платить за это. Что, как навоз, помой, как, что жидкое и неприятное? Сивуху, ну, блядь. Ну, типа, ну ладно, за это говно. Пока оставим. Значит, что-то не так. Блин, до хера диалогов. Давай одним просто. Может быть, вас сосчитать? Да, типа, он должен ответить, я не буду платить за это говно, ты сама попробуй. То есть, типа, может вас засчитать, не надо меня рассчитывать, вот попробуй, пей сама свое говно. Вот такое нужно сказать. Че, вам не понравился коктейль, да ты сама попробуй. Блять, может вам рассчитать, это прям пошел нахуй. А ей наоборот сказали, иди улыбнись ему. Могу вам предложить еще что-нибудь, Слушай, да? ну если он последний сидит, а у нее смена заканчивается. Да, но ей начальник сказал, тут опять же подчинение, и начальник послал. Так, давай все, мы не акцентируемся на... Вон еще раз, у нас впереди 250 сцен. Значит, могу я предложить вам что-нибудь выпить? Могу вам предложить что-нибудь, да? Угу. Он должен сказать нет, пей с помой, и после этого должно начаться взаимодействие вокруг помоев. Вот он должен одной фразой перескочить туда. Не цепляет. Почему-то. Конфликт есть, нет? Ей что надо? Она что хочет? Ей сказали, иди улыбайся тому чуваку. Он подходит, могу я предложить вам что-нибудь? Он же уже рассчитался, ему бы не дали напиток, если бы он не заплатил за него. Может, он плюет и говорит, я не буду пить эти помои. Блин, это конфликт вокруг того, кто выпьет. Должен быть конфликт вокруг того, попробует ли героиня то, что он ей говорит. Давай так, она просто подойдет дружелюбно, ей же нужно показать, что она добрый вечер. Что за помои вас подают? Да? Угу. Вам коктейль не нравится? Конечно. Не нравится. Сама попробуй. Он протягивает ей, как это называется, бокал. Она, значит, что? Она, типа, героиня. Ничего, ну, типа, она ничего не делает, поэтому можно не писать. Он протягивает ей бокал. Она такая, что? Героиня смотрит на бокал. Пожарник отпивает напиток своими вот этим, вот это у нее марля, да, вот это вот на губе. Ну, обожженными. Да. Как он, что он сказать должен? Попробуй, там, не знаю, там таракан плавает. Вот что такое должно быть. Какой вкус неприятный. Давай с лесом что-нибудь свяжем.
С землей. Да, землей. Как будто землей, да? У вас там грязь. Ну, что такое должно быть? Да, блядь, ну это как-то неактивно. Ну, должен быть конфликт быстрее. Стейка нет. Может быть, зови администратора, типа, должно быть. Бля, понимаешь, мы застряли на одной сцене, да? Нужно двигаться дальше. Подходит. Улыбнись, иди, да? Вот надо как сделать. Здрай, говорит, там клиент недоволен, там клиент твоим коктейлем недоволен, иди разберись. Вот. Ты что, опять была? Гляди. Там... ну да, она же не официантка, она бариста. Отлично. Хорошо, Влад. И давай быстрее шевелись и улыбайся. Вот. И улыбнуться не забудь. Вот что он сделал. Вот конфликт. Стейк сразу заявил. Если что, у нее будут неприятности. Она подходит, добрый вечер, чем могу вам помочь? Что за помой у вас тут подают? Ты мне что сделала? Вот, это должно быть, что это она сделала. Ты мне что смешала? Вам коктейль с коньячного, сама попробуй. Что я говорю, смотрит на бокал. Ты попробуй на вкус. Как что? Тина. Это начинка пылесоса, да? Героиня смотрит на стакан, на начальника, да? На пожарника. Давайте я вам новую сделаю. Начинается конфликт, да? Как он это блокирует? Чем мне новый, да? То есть он как бы... Нет, здесь уже переход должен быть. Но здесь он ее то ли за руку должен... Нет, здесь должен быть стейк поднять. Он завис. Нужно переделать. 1000. Ну, сохранил, я надеюсь. Да? Запись-то идет. Вид по версии Хопен. Значит, ну то есть типа у нее какое... Давайте я вам новую сделаю. Как он заблокирует ее возражение сделать новое? У него-то какая цель? Чтобы она вот это вот с ним вошла в этот непристойный табуированный контакт, что ты трогаешь, что ты и есть. То есть это мистическая сцена на самом деле. Ему нужно, чтобы она попробовала и коктейль после него. Это такое, типа, почти эротично. Для него это почти эротично. Надо стейк поднимать. Что он говорит? Давай вот так сделаем. Пей. Героиня наклоняется. Пожарник. Хищно улыбается. Все. И потом она блюет на кухне. Можно прям вот это все пропустить. Что у тебя здесь? Да здесь куча всякой болтовни. Мы это все выкинем. У нас есть 7 соленая версия, так что нормально. Соленая версия. Вот. Героиня, вот и дальше она уже чистит зубы дома. Вот так вот мы перескакиваем.
Минт, ванная. Героиня. Плюется. Вот так. Дальше душ. Вода льется на героиню. Она устала, облокачивается на стену, берет с полочки дикий мед, видишь? Выдавливает на руки, размыливает волосы, вдыхает. Флэшбэк. Отец макает кусок хлеба в мед, ей становится спокойнее, да? Общажный душ, кафель из сколов, пошарпанный бетонный пол, прислушивается, спинкой рыбает ребенок, поднимает взгляд на кафель, дрожит, бац, как квадратик выпадает. Еще один бац, кафельный квадратик продолжает ползать обнаженных ног, закручивает в роте падающей воды, героиня слышит детский смех, истеричный хохот своего, истеричный, да, хохот брата, хохот Эрки. Кафель продолжает своим подпоной, лежит на полу, плачет, малыш, меня прости, прости меня. Вот такая сцена. Все. Вот ее жизнь после похищения брата. Она пытается, ну смотри, там кафель этот откалывается, то есть у нее как будто бы в голове возникает. У нее всегда, значит, портал, у меня, нет, у меня такой мотив. У меня мотив такой. Смерть очень плотно связана с ногами. И у нее вот эта паническая атака, она всегда в ноги идет. То есть у нее всегда рядом с ногами какая-то опасность, что-то рядом с ногами происходит, что-то падает. С одной стороны, это что-то падает, с другой стороны, что-то острое или мелкое, неприятное. И с третьей стороны, это связано с ногами. Вот, поэтому у меня такая паническая атака. Мне все нравится. Что оно падает. Я просто пытаюсь понять, как здесь страх работает в этой сцене. Никак, тут это не страх, это скорее... Еще раз, тут страх, опять же, бытовой. Он вот эта сцена, вот она очень, кстати, мы сейчас хорошо очень сделали. Мы переделаем диалоги, я потом уже переделаю в мае, уже когда все будет готово, перед съемками там или еще когда-нибудь. Вот это очень хорошая сцена. Вот мы хорошую сцену придумали, и сразу прям стало как надо. Потому что, типа, вот это бытовой ужас быть женщиной. Что всегда кто-то сильнее тебя, и ты всегда должна ему подчиняться. И это очень хорошо. И у меня там была сцена, что я там ходит, кто-то ищет. Я это все решил убрать вот так вот разом. Ребята, будьте, Алена, подтверди, будьте беспощаднее к своим проектам. Будьте безжалостны. Видели, как я сейчас 3 страницы просто, которые 2 месяца работал, вычеркнул? Я их переписывал до этого по 7 раз каждую. Вот. Ты смелый сегодня стал. Спасибо. Кстати, вот к слову сказать, вспомни, как мне было тяжело раньше править. Помнишь, как я бился и плакал, когда мне Цикало сказал, перепишите 2 сцены? Я сказал, не буду. Да. Так, вот, короче, зелененьким отмечаем то, что стало хорошо. Вот, значит, дальше идет сцена, которая мне тоже нравится. Она сидит на окне, звонит телефон, и у нее есть соседка, я ее вычеркнул сейчас. Но мы можем оставить ее только голосом. Но она потом появится. И вот она. Данька, привет, хуи, парни, бухала, пошли бухать. Героиня такая, бля, что за говно? И снова новое сообщение. И тут же идет следующее. То есть сначала это Дарька, да? Такой шумный. Блядь, ебать, ебемся, парни, танцуем. И потом так хуякс, шорохи и шелест, видишь? Смотрит на телефон, шорохи, по-удмурски, Дара ли это папа? Угу. Героиня от неожиданности романа телефон включает, ну типа тоже сцена такая драматичная, она включает, нет, включает Дарька, подружанька, ну типа, понимаешь, да? Ну идет переключение. Да. Выключает следующий шорохи шелест, это важно. Дара ли это папа? Папа, пчелка, да, он ее называет. Ты ни в чем не виновата. Дочка, я очень тебя люблю. Дара ли пчелка, пожалуйста, вернись домой, ты нам очень нужна. Телефон гаснет, героиня быстро нажимает экран. Дарька! Ну, типа, понимаешь, типа идет все время вот этот контрапункт. Шорохи 6, Дара, это папа, пчелка, ты ничего не виновата, я тебя очень люблю, пожалуйста, возвращайся домой. И он запевает песню, которую мы слышали до этого. Первая сцена. Да. Вот такая сцена, история с отцом. По-моему, она очень хорошая, и мы ее оставляем. Хорошо, без внутреннего самокритика. Да, человек посмотрел мою лекцию. Значит, это не самокритика, это перфекционизм. Я эту сцену переписал, я тебе говорю, 7 раз уже. Ну, типа, в ней уже все, что надо, есть.
Там уже, типа, если мы будем ебать мозги над каждой сценой, как мы ебали над первой, то просто это будет 5 часов, одна сцена и все. А тут 60 страниц, Ален. Ну, типа, сделали и все, и погнали дальше. Потом уже проще с режиссером переделать или отдельно сесть и вот давайте, ребята, у нас что-то сцена какая-то, ну совсем говно, давайте переделаем. Так, город рассвет. Героиня носится по квартире, складываю в рюкзак вещи, чтобы не надо свитер взять. Нет, свитер не надо, тепло, положу плед. Чем я вообще плед дома есть, возьму свитер, он красный, папа любит красный, вот бы синий. Красный нельзя, потому что красный духов отпугивает. Надо купить синий, смеется синий. В комнату аккуратно просачивается соседка. Вот она всю ночь ебалась. Дарья, не все ее зовут Дарья, потому что она, Дарья не говорит, что она удмуртка. Все хорошо. Лия, как считаешь, синий или красный? Точно синий, нужен синий. Или взять там этот поменять. Короче, у нее вообще полный бардак в голове. Может, в секонде есть. Дорогая, пожалуйста, сядь, успокойся. Что пришло? Ничего? Папа позвонил. Абонент недоступен. Папа позвонил впервые за 10 лет. Она думает, что у нее там срыв, еще что-то, мания. Прости, что ушла, должна с тобой, у тебя опять мания, давай напишем. Все хорошо, что ты делаешь? Я еду домой. Все. Ну, то есть, вот эта диалоговая сцена, но она нам нужна. Мы ее оставляем. Она немножко добавляет такого бытового трешачка. И вот эту персонажу, мы понимаем, что ей движет, по крайней мере. Мы понимаем, как это для нее важно. И я не придумал сцену без диалога, которая бы показала, насколько для нее важен звонок отца. Дурацкий вопрос. Давай. Почему она матери не позвонила? А у нее нет телефона, потому что. В этом-то вся и мистика, что там в деревне нет этого всего, у них нет контакта. В этом-то вся и суть. А это, кстати, надо как-то отметить. Ну, было бы неплохо, да. Ну ладно, давай сейчас пока поехали дальше. Мы пока этого не знаем, нам пока это... Еще раз, мы сейчас будем на это... Просто мы сейчас еще одну сцену потратим на то, чтобы объяснить, что там нет телефона. Да нет, ну ты же просто можешь там где-то надо сделать это. Ну, надо, опять же, можно сделать, можно... Без этого, в принципе, все живет. Ну, типа, это, опять же, это подробности. Можно их вдаваться, можно нет. Так, набирает телефон. Значит, здесь есть момент, что она покупает мотоцикл, забыв, что брат уже 25. Знаешь что? Мне кажется, что есть в предыдущей сцене, ты так быстро бежишь, ты же знаешь, что я медленный газ. Вот вся эта история, да, как бы вот есть образ деревни, да, есть город, в который она уехала. Если подружка как бы символизирует, да, условно говоря, там, какую-то городскую культуру. Не вдавайся в символизм. Среду. Давай, короче, что? Я имею в виду, что, мне кажется, она их должна отговаривать. То есть, как бы в сцене нет конфликта, потому что... Нет, окей. Как мне принято. кажется... Давай действием. Сделаешь действием. Я тебя не пущу. Пускай она, ну, как бы она говорит, ты мало настрадалась, у тебя и так из-за дома такая фигня с головой, у тебя постоянные приходы, что с тобой будет, если ты туда поедешь. Вот. Ну, то есть, как бы, как мне кажется, если ты ее какая-то подружка, которая ее знает 10 лет, она знает, Хорошо. с каким чувством вины она за все это живет. И она говорит, там, не знаю, или давай я поеду с тобой, или там ты не поедешь. Нет, она говорит, я должна поехать одна. Ну вот, то есть как бы конфликт должен... Давай сократим этот конфликт. Хорошее предложение. Вот для этого и нужен супермозг. Так, смотрите, вот она вламывается, у нее психоз, это мы оставляем, да, монолог. А он показывает в комнате, вы говорите, Дарь, окей, давай меняем схему. Все хорошо. Привет, Лия. Что она говорит? Что там? Что у нее, какой мотив? Ей сейчас нужно понять, какой свитер. Надо точно на этом. Значит, на чем до этого сцена закончилась? На том, что... Да, отец запел песню. Все. Она ее ждала, подружка, а та не приехала, да? Давай так сделаем. Ну, то есть, и она говорит, а ты чё, мать, как бы? Ты чё не приехала-то? Или что? Или как бы, или она там, наоборот, с чувством вины такая приходит, типа, родную, типа, вот. А как ты надо будет сейчас уговаривать? Как ты с этого с чувства вины перескочишь сразу в конфликт? Давай наоборот, что, мать, ты чё? Ну, типа, да. давай.
Может, это день рождения у нее был? Мать, ты чё? Чё она скажет? Я тебе всю ночь звоню, что, как что, коротко давай. Ты чё тут делаешь? Ты чё, блин? Че на звонки-то не отвечаешь? Ну, это вопрос, давай утверждение, мать. Ты что творишь? Блять, ну она ничего такого не творит. Надо, чтобы она там, не знаю, у них договоренность какая-то была, которую она нарушила. Там, не Она знаю. должна была прийти на вечеринку. Да. Ну, там не вечеринка, день рождения там чей-то, или ее день рождения, вот этой подружки. Ну хорошо, а ну как это подать вот сейчас одной фразой или одним действием? Давай она приходит с бутылкой коньяка и говорит, ты, блядь, охуела. Хорошее начало, кстати, сцены. Она входит пьяная с бутылкой коньяка и говорит, ты, блядь, охуела. С полувыпитой. Почему она охуела? Это называется хедер. Все таки чё? Мать, ты охренела. И тут она вынуждена повернуться, что я сделал не так. Да? Угу. Но у нее конфликт, у нее другое, она типа, я же нас домой. Она на своей волне совершенно сейчас Да. находится. Она не будет спрашивать, что не так. Ну, она синий или красный? Нет. Тогда она психушка. Она охренела. Она должна спросить, в чем я охренела? Она должна, как бы вопрос в чем я охренела? Она типа, она должна сказать, блядь, знаешь что? Я охренела, иди нахуй. Не, она не настолько вопросительна. Лия, ложись спать. Вот так она ответит. Лия, ложись спать. Как я могу спать, если ты, сука, меня подвела? Вот, понимаешь? Ты типа должна была прийти, там Андрей был. Вот с Андреем тебе нужно познакомиться было, а ты не пришла, и он меня бросил. Вот такое должно, понимаешь? Да. Вопрос, что за подружка, что нам выгоднее здесь? Нам выгоднее максимально проебистая говёная подруга. Ну, тогда она звонила ей, чтобы попросить ее, чтобы она ее откуда-то из загорода вывезла. Нет. Что какой-нибудь урод. Тогда наша героиня говно. А нам нужно, чтобы подруга была говно. Она должна винить героиню во всех своих проблемах. Меня Андрей бросил, потому что ты говно. Я же просила приехать. Тебя Кирилл Диману обещал. Вот, знаешь, вот. Угу. Ты не приехала, и он меня бросил. Вот это должно, ты видишь, это должен быть бред. Как мы, он меня бросил, вот так. И с Юлькой ушел, понимаешь, вот. С Аленой ушел. С Аленкой. Женское имя какое-то. Вот. Дальше она говорит, что героиня отвечает? Она просто продолжает дальше собираться. Отец звонил, может, она говорит. Нет, она ничего не будет продолжать. Она жутнутка, она содержана. Лия, подруга, соседка, швыривает ее, понимаешь? Вот, она должна быть вот такой вот мерзкой, поганой подружкой, понимаешь? Она сейчас потом покончит с собой. Соседка скидывает ее рюкзак на пол. Куда ты собралась, понимаешь? Вот она даже пьяная. Домой. Уезжаешь? Все сцена, понимаешь? Кат.
Она это говорит медленно, смотря ей в глаза. Героиня поднимает взгляд, долго смотрит. Смотрит на соседку. Все. Понимаешь, мы сразу видим, что она говёная подруга, она с ней живет вынужденно, все. Я вообще-то о другом говорила. Я говорила о том, что сцена должна быть... Ты дал здесь конфликт, но ты дал конфликт немножко как бы в другую сторону его увел. Какую? Я имела в виду, что нужна сцена, в которой мы поймем, что героине возвращаться опасно. Нет. И что она говорит, типа, я тебя туда не пущу, я говорила вот об этом. А так, получается, о чем сцена? Что да, говенная подружка. Да. Тут, опять же, мы вернемся к задумке. Дело в том, что ребята знают, задумка изначально была такая, что у героини все плохо и стало хорошо. То есть, что звонок отца изменил ее жизнь к лучшему. Угу. Если у нее сочувствующая подруга, хорошая работа, к ней никто не пристает нигде, получается, что ей заебись. И звонок отца должен все ухудшить, то есть это должен быть звонок о смерти. Мы уже видели, что там все не Везде должно быть плохо. То есть, типа, после того, как ты видишь, теперь она может сказать подруге пошла нахуй, потому что это и есть пошла нахуй. Потому что у нее говенная подруга. И говенное жилье. Если это будет я тебя не пущу. У нее говенная, условно жизнь. Говоря, ты хочешь показать, что у нее говенная Да. жизнь в большом городе. Да. Все, понятно. Тогда окей. Так, все, отлично. Значит, дальше идет сцена, которая, она не очень нужна, но я ее оставлю, потому что мне нравится. Тут есть деталь, которая связана с тем, что она покупает мотоцикл брату и вспоминает, что ему на 10 лет старше. Она считает на пальцах, что брату сейчас 25 лет. Мне нравится эта штука, поэтому мы ее оставим. В смысле, какому брату она? Старшему. У нее есть старший брат, есть младший. Угу. Вот. И здесь есть момент, что ей звонит телефон, и начальник говорит, чтобы она зашла на работу. Я сама хочу, я беру отпуск, мне домой надо, ты ёбнулась бегом. Ну, я ёбнулась, оставила, просто можно потом брать. То есть, подожди, она забрала вещи, после этого она пошла на рынок, чтобы купить... Она уже все, она уже у автовокзала. Нет, она уже... Игрушку, да. Она уже у автовокзала и покупает мотоцикл на рынок у автовокзала. Все, я поняла. То есть она уже сейчас поедет, но она зашла купить игрушку брату, подарок. И вот ей звонит начальник и говорит, нет, ты никуда не едешь. Ты идешь на работу, потому что у тебя ключи от работы. Какой пиздец, отец, иди на работу, ключи мне отдай, я зайти не могу, стою на улице. Поняла, сейчас еду, Героиня говорит, просто увольняйся, скажи, что я увольняюсь. Героиня уже видит надпись «Сертказына», «Сигмарши расхода», входит. Вот такая сцена. Она не несет особой сюжетной функции, но здесь есть некоторый момент, что она притормаживает, чтобы поехать к отцу, мне это нужно, потому что она узнает, что он умер. И она поймет, что, возможно, если бы она не мешкала, то она бы успела. Вот, значит, дальше она идет к бару, видит, что никого нет, дверь открыта в баре. Она заходит, чтобы узнать, что это такое, и понимает, идет на кухню и видит, что там сидит этот вот пожарник. Вот теперь он у нас пожарник. Так она все-таки едет к... Да, она вернулась отдать ключи. Угу. Говорит, странно, говорю, ключей нет. Она едет отдать ключи, хорошая девочка, ведьма, все удмуртки ведьмы. Вот это говорит пожарник, который ее кормил теперь. Теперь мы переделали эту сцену, и персонаж, который представлял для нее угрозу, теперь выглядит так. Шикарный мужик в костюме, это не мужик в костюме, а пожарник у нас теперь. Мужик пьет пивотку прямо из горла в позе агрессии и злобы. Он пришел ее насиловать или что-нибудь такое. Она его видит, вздрагивает, тарелка, значит, на краю стола пошатывается. Ну, в общем, она убегает из этого бара и едет уже домой. Вот. То есть у нас есть такая сцена, она, ну, типа, тоже из такой безопасности, такой хоррорская, триллерная сцена. Вот. Ну, ее надо либо совсем убрать, либо оставить, может быть, мы ее снимем, может быть, нет. То есть, в любом случае, она дает некоторый саспенс, и можно ее оставить. Дальше идет поездка в автобусе, которую я вообще всю хочу вычеркнуть. Есть момент, что они едут, это хорошо. Есть момент неброская удмуртская природа, все хорошо. Вот она ломает сим-карту. Нет, это надо обязательно оставить.
Это как раз надо оставить. Предыдущие надо, мне кажется, на что-то менять. Вот это с пожарником? С пожарником. Да можно вообще убрать. Нет, она тебе действительно... Ну, то есть, смотри... Мне нравится, что она там в темной кухне, и вот этот полусмурт сидит, получеловек, и она от него... Уже была эта сцена. Нет, По не сути, было. Это повтор. Нет, не было. Там была другая сцена. Там было в том, что она подчиняется, а здесь она сбегает. Это разные действия. Ну смотри, если в первый раз мы действительно не понимаем вообще, человек это или не человек, то здесь как бы вторая встреча с ним, как бы возникает ощущение, что это реально человек, который ее преследует, какой-то маньяк. Да, хорошо. Пусть будет маньяк. Вопрос, насколько это, ну, как это вообще должно работать? Короче, я не вижу причин ее вычеркнуть, просто потому что можно вычеркнуть в любой момент. То есть, если бы ты сказал, если мы сейчас это вычеркнем, весь фильм станет намного лучше, то это может сделать. Например, как в случае с подружкой или с мужиком в баре. Но здесь эта сцена ничего не мешает, она чуть-чуть замедляет ритм, в то же время она сама по себе прикольная. То есть она триллерная, она хорошая. Зачем ее убирать просто так, я не понимаю. Ну типа, ну давай уберем потом. Ну напишем, уберем. Снимем, вырежем. Вообще фигня. Нет смысла. Вот она сидит, бабушка затягивает песню, героиня смотрит за окно, флешбэк едет маленькая с рюкзачком, этими феечками Винкс, вытирает лицо слезы, едет в обратную сторону. Слышит голос отца, да. Это когда она уезжала, да. Уехала. Да, ну то есть типа она вспоминает, как она уезжала, потому что ей навеяла эта песня, и это... вот для чего мне нужна эта сцена, я понял, чтобы она сим-карту сломала. То есть это влияет на вот то, что она не вернется. То есть героиня едет не чтобы вернуться, она не в отпуск едет. То есть мне нужна эта сцена, чтобы это было то, чтобы зритель понимал, что героиня уже не вернется. Она искренне, если отец ее простил, все, значит жизнь, все, я еду в деревню. Я снова деревенская баба. Бла-бла-бла. Кстати, классная деталь, надо куда-нибудь запихать. Ну, кстати, тогда с сетью надо делать так, что она стебет ее из-за того, что ты от деревенщины и пускай проваливает свою деревню. Ну, кстати, да, давай пишем. Найди этот момент, пиши, да. Ну и вали в свою деревню. Давайте мы сейчас прервемся, потому что уже 1:12 и будет очень долго загружаться. Мы новую лекцию начнем.